Вот как раз мы прочли вашу статью, и такой, знаете, вопрос такой глобальный, но вы в своей статье очень хорошо таким, знаете, кратким абзацем об этом говорите. Ну вот вообще, вот грузинский легион, сейчас если мы говорим об Украине, на ваш взгляд, это наемники или вот герои Грузии? Потому что вот в вашей статье вы, знаете, таким коротким тезисом говорите про так называемых убийц за деньги. Вот на ваш взгляд, кто такие вот грузинский легион сейчас в Украине? Даже если оставить в сторону мое субъективное мнение и мнение большинства грузинского народа, грузинского общества, существует закон, существует конституция, существует уголовный кодекс, где очень ясно дается дефиниция этой категории лиц. В статье о гражданстве указывается, что любой гражданин Грузии, который без поручения компетентных органов Грузии находится на службе в вооруженных силах или спецслужбах или других вооруженных формированиях другой страны, гражданином которой он не является, он лишается грузинского гражданства. Другая статья Уголовного кодекса, если мне не изменяет память, 140-я, определяет меру наказания для лиц, участвующих в вооруженных действиях другой страны, так как это является уголовно наказуемым деянием по уголовному, в соответствии с Уголовным кодексом Грузии, и наказывается различными сроками, впрочем, как и вербовка. От 3 до 5, даже до 13, до 15 лет, если был завербован несовершеннолетний. То есть это наемники, это однозначно наемники, потому что они воюют не за свою родину, не за интересы своей родины, они воюют за денежное вознаграждение. Называйте их боевиками, киллерами, наемниками. Суть от этого не меняется. И их не надо хоронить с воинскими почестями и встречать. Это позор и это опасность, большая опасность для нашей страны. Потому что создается впечатление, что это тотально поощряется грузинским обществом и поощряется в Грузии, и мы к этому благосклонно относимся. Отнюдь нет. Но здесь надо уточнить одну маленькую деталь. Существуют две категории грузинских наемников. Это те, которые уехали на Украину, именно убегая и будучи уволенными пришедшим к власти режимом Саакашвили в 2004 году. Саакашвили, как известно, уволил весь личный состав, за исключением единиц, приближенных к нему, из силовых структур. Министерства обороны, в том числе Министерства внутренних дел, госбезопасности. Остались безработными люди, прошедшие Абхазию, прошедшие боевые действия и дослужившиеся до серьезных званий в грузинской армии, тогда еще советского образца. Они уехали тогда на Украину, я имею в виду в 2004-2005 году, потому что остались абсолютно без средств к существованию, стали гражданами Украины, создали там семьи, приобрели жилье, и встали на службу вооруженных сил Украины, ВСУ, так сказать, которые, вот они, как профессиональные военные, иронично и антагонистически относятся к грузинам, служащим в грузинском легионе Мамуки, Мамулашвили, служащим в различных формированиях, как Азов, Галичина и так далее и тому подобное. Эта категория, вторая категория, которая была, срочно переброшена на Украину, это однозначно сторонники Саакашвили, которые работали в силовых структурах во время его режима. А режим, как известно, был полностью основан на беспрекословном выполнении антизаконных поручений и приказаний как президента, так и руководства силовых структур. И зная, что им грозит уголовное наказание, разное или поздно не минует, они, тем более, что сразу поступило приглашение, участвовать в событиях Майдана, а потом и в антитеррористической так называемой операции на Украине, на Донбассе,
Они были переброшены на Украину, им в Тбилиси выдавали документы, значит, командировочные, и далее хорошо оплачивали их услуги уже там. Я не имею в виду вот ту последнюю волну, которая значит, уехала на Украину после начала спецоперации в феврале прошлого года, и она очень незначительна. Мгм. Самой агрессивной и опасной является именно вот эта вторая волна, Легион, Галичина, Азов и все остальные наемники, потому что у них нет мирной дороги назад в Грузию. Они все время находятся под пристальным вниманием грузинских силовых структур, правоохранительных органов. И, значит, кроме того, что они получают серьезное вознаграждение, которое колеблется от 3, 5 до 10 тысяч долларов в месяц, они, значит, занимаются различными махинациями вместе с оружием, с наркотиками и тому подобное. Но главное, им создается ореол мучеников и героев за восстановление территориальной целостности Грузии. Мы уже слышали эти песни от Вашингтона, когда Мгм. грузинский контингент воевал в Афганистане, в Ираке, нам говорили, что мы воюем за Абхазию в этих далеких землях. Когда значит, Соединенные Штаты, лучшая в мире армия, еле унесла многие из Кабула, вот сейчас об этом что-то замолчали. И НАТО нас за это не приняли, и Абхазию не вернули. Тем не менее, значит, за 10 месяцев спецоперации на Украине Грузия потеряла убитыми столько же солдат, сколько в общей сложности за 12 лет военных действий участия в операциях НАТО в Ираке, это 5 лет, и в Афганистане, это 7 лет. То есть 40 человек. И значит, сотни и сотни убитых, покалеченных, раненых, оставшихся на всю жизнь инвалидами. И поэтому сейчас, когда нам говорят, что они воюют за интересы Грузии, потому что они воюют с нашим оккупантом и первым врагом, так уже врагом Россию уже даже не признают Мгм. приехавший вчера на конференцию в Тбилиси Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, новый куратор наш. У нас же два новых куратора, Бен Ходжес и бывший посол Америки в России Марк Макфол. Вот. И они, их цель ясна, им нужно открыть побыстрее, втянуть, заставить еще раз открыть второй фронт Грузии против России в помощь Украине, оттянуть Мгм. на себя определенные силы российских сил. Нам говорят, что неприлично оставаться в стороне, когда братья воюют, братья по оружию. Значит, братство у нас на крови и на оружии замешано, больше ни на чем. Ну, США считают, что матери в Грузии обязательно должны все время плакать, понимаете, чтобы иметь эту связку, не терять с ними. И вторая цель это открытие, как прямо вчера почему-то не постеснялся упомянуть Бен Ходжес, восстановление проекта строительства глубоководного порта Анакле, то есть будущей военно-морской базы США, куда смогли бы даже наведываться подводные лодки американские. Этот проект был начат вице-президентом Байденом и президентом Саакашвили в 2009 году. Это должно было быть выполнено на средства госбюджета американского и грузинского, но так как Саакашвили распрощался с властью, этот проект повис в воздухе. Кстати, грузинское государство свои обязательства по проекту выполнило. 200 миллионов долларов были выброшены на ветер. Но банкир Хазарадзе, возглавивший консорциум Аакли, оказался неплатежеспособным, и другие инвесторы просто разбежались. Но самое опасное, значит, нам угрожают. Нам угрожает киевская власть и грузинские наемники. И тот же батальон Мамулашвили. Это довольно боеспособная, значит, единица, около 3000 человек. Они говорят, что мы обязательно вернемся в Грузию. Арестович уточнил, что даже миллионы украинских юношей и девушек готовы будут прогуляться в Грузию. И, значит, свергнуть ее власть. Свергнуть власть цель одна. Вывести Саакашвили из больницы, так сказать, из тюремного заключения, чтобы он опять возглавил власть, потому что Саакашвили единственный человек в Грузии, который ни минуты не раздумывая, вернувшись в руководство грузинского государства, откроет и второй фронт против России, Мгм. ударит по российским военным базам в Абхазии и Южной Осетии, и, значит, реанимирует проект строительства порта Анакле.
Но почему они говорят, что они войдут с Абхазии, как уточнили вот, грузинские наемники Кариалашвили и Цуладзе? Значит, создается легенда, и сейчас это «Орел» создана специально, пиар-компания, что украинцы в обмен на героизм грузинских наемников, их преданность делу Украины вернет Грузии Абхазию. То есть сначала танки двинутся, я не знаю, по морю они попадут в Абхазию, или они к тому времени уже полностью займут юг России, покорят Россию и оттуда въедут через реку Псоу, через Адлерский район Сочи, едут в Абхазию, вернут нам Абхазию, а потом ударят по Тбилиси и, значит, восстановят режим Саакашвили. Это проект был немного в свое время. Это начали осуществлять сторонники Гамсахурдзе, которые генерал Ильява, так сказать, шли победным маршем танковыми колоннами на Тбилиси. И если не адмирал Балтин, перегородивший им путь, они действительно дошли бы, если бы не до Тбилиси, но хотя бы до Кутаиси, и Грузия была бы разделена на две части. С президентом Гамсахурдзе столицей Кутаиси и с президентом Шеварднадзе столицей Тбилиси. Вот такая ситуация у нас с наемниками. Да, вот как раз продолжая эту тему, вот Сенегал, Австрия, Таджикистан, Греция ранее обвиняли посольство Украины в своих странах за то, что вот они вербуют наемников. На сайте администрации Зеленского есть инструкции для того, чтобы вступить в ряды, надо обратиться в посольство. Вот в Грузии были ли такие прецеденты? Вот если известно, что граждане Грузии сейчас воюют на Украине, вербуют ли в посольстве Украины в Грузии наемников? Есть ли у вас какая-то информация на этот счет? У меня нет такой информации, потому что это не соответствует действительности. Таким событиям действительно таких фактов не было. Давайте отдадим должное. Во-первых, посольство обезглавлено, у нас давно нет посла, потому что украинское руководство, киевское руководство, как я их называю, обвинило грузинскую власть после начала спецоперации. Зеленский назвал грузинскую власть аморальной за то, что мы не оказали прямую военную поддержку, то есть не прислали регулярные части грузинской армии, добровольцев и вооружения. Это купленные за огромные деньги Украины в 2007 году Буки и Торы, зенитно-ракетные комплексы, и в 2017 году Джавелины у США. Создается миф, что нам подарили эти комплексы, хотя не подарили, просто Ющенко и Саакашвили сделали серьезные деньги на откатах и отмывании денег. Ющенко, как известно, крестный младшего сына Саакашвили и старшего сына Саакашвили, младшего сына, я все правильно сказал. Но хотя это оружие не дошло до Грузии, министр обороны времен Августовской войны Давид Кезарашвили, гражданин Израиля, находящийся в данное время в розыске, беззаботно живущий в Европе, прямо в дороге переадресовал большую часть этого вооружения ИГИЛ и другим международным террористическим организациям. То есть вот этот профит, кроме того, что разделили, получили откаты и на Украине, и в Грузии, и партийная касса нацдвижения, тогда правящей партии Грузии. Кроме этого, значит, получили оружие, как и сейчас утекает оружие с помощью Украины международным террористам. То же самое произошло тогда. Вы задали вопрос, были ли факты вербовки. Этому не было надобности, потому что сейчас уже гражданин Украины Саакашвили с самого начала, после того, как его командировали на Украину, делать то, что у него сорвалось в Грузии. Ну, сорвалось или не сорвалось, это тема отдельного разговора. Украина была представлена очень широко и бывшими высокопоставленными чиновниками, остающимися в Грузии, как руководство Министерства обороны, формирующие отряды наемников и высылающие в Киев. И там их встречали бывшие высокопоставленные грузинские сотрудники силовых и несиловых структур различных министерств, которыми была укомплектована особенно первая власть после Порошенко. И вот
Поэтому особой надобности, чтобы эта вербовка происходила в стенах украинского посольства в Грузии, такой надобности нет. Я просто хочу, чтобы вы для себя уяснили это, потому что в мире создано ложное впечатление, как о Саакашвили, так и его сторонников, так и о нашем пребывании в Украине. Грузинский народ не поддерживает эту всю операцию. Грузинское правительство героическими усилиями уже год сопротивляется грубому давлению посольства США, европарламентариев, целых групп конгрессменов США и сенаторов, а также политтехнологов и разных других, которые принято называть друзьями Грузии, в кавычках. Это бывшие, это категория бывших, о которых никто серьезно не говорит. Дело в том, что в Америке бывших не бывает. Вот эти бывшие послы, дипломаты в Грузии, в России не имеет значения. Бывшие работники Госдепа, бывшие военные, бывшие работники ЦРУ, они всегда остаются в обойме. Всегда остаются в обойме в данном случае для контрольного выстрела по Грузии. Потому что если они потеряют Грузию, они готовятся к этому, расчехлили свое посольство «Цитадель» в Армении именно для того, чтобы включить в дело Армению. Его, как видим, вчера президент Пашинян уже отказался от участия в совместных учениях ОДКБ. А перед Новым годом очень тревожным звоночком для них прозвучал телефонный разговор президента Путина с президентом Китая, где товарищ Си Владимир Владимирович сказал, что Владимир Владимирович отметил, что Россия и Китай отстаивают не только свои интересы, но и интересы государств, борющихся, выступающих за, если я правильно помню, многополярность мира и за свободу, за свою собственную свободу. Так, в ореол этих государств, защищаемых Китаем и Россией, может попасть Грузия. А Черноморский регион, где сегодня США, будем говорить США, потому что НАТО это США, стоит на одной ноге, то есть хромает на Украине, в Румынии и Болгарии, потеряв Грузию, они теряют перспективный форпост. Они теряют, если почти полностью Черноморский регион, так как они не являются державой региональной, они теряют Южный Кавказ. Поэтому бывшие полностью задействованы. И послу США в Грузии Келли Дегнан, значит, на укрепление присланы Макфол и Бен Ходжес, понимаете? И использовать бывших, кроме того, американцы умеют считать деньги, надо признать, они лоббистами являются в том числе. Вот, допустим, семья Саакашвили им платит сотни тысяч долларов за их постоянные письма в ведущих американских СМИ, их выступления, обращение к Браудеру. Видите, оппозиция, сторонники Саакашвили готовят список Магнитского Саакашвили. То есть беспрецедентная в мире, значит, вот такая кампания, когда граждане Грузии выступают против принятия санкций против своей родины. Понимаете, вот предательство высшего уровня, классическое. И бывшим платить деньги поэтому не надо. Американский налогоплательщик на этих всех парламентариев, друзей Грузии в отставке, пенсионеров ничего не платит. Зато их серьезно оплачивают частные источники. В данном случае семья Саакашвили. А если вдруг пойдет что-то не так, вот как у них сейчас пошло не так, когда успешно развивается российское наступление, да, на Украине, когда станет уже невыгодный, уже поднимается большой ропот в Европе и в США, всегда можно от них откреститься, сказать, что они максимум консультанты, их позиции, их помощь, официальные позиции Соединенных Штатов никогда не являются. Да, да, спасибо Вот то, что большое я еще раз, хотел вам Арно. уточнить. Да, благодарю вас за такой точный подробный анализ вообще всей ситуации, вообще внутриполитической и внешнеполитической жизни в Грузии, конечно, ситуации с грузинскими наемниками. Благодарю вас еще раз за комментарий. Надеюсь, что вот по теме как раз грузинской часто она всплывает, часто ее обсуждают и в Беларуси, и там на постсоветском пространстве. Будем с вами дальше сотрудничать. Спасибо большое. Просто их очень беспокоит, что в Грузии давно не было войн и гражданских, и с Россией мы не воевали, понимаете? И это очень беспокоит. Да. Сейчас осталась Украина, где воюют наемники, а официально Грузия уже не воюет. Афганистан тоже закончился, и это очень беспокоит. Нас нечем держать. Америка же не открывает здесь ни производств,
и не помогает ни технологиями, ни работой, ничем. Кроме продает свое списанное оружие, понимаете? И вот сейчас это списанное оружие, в принципе, уже оказывается и ненужным. Раз нет войны, раз нет потенциальных противников, а Россия категорически высказывается за мирное урегулирование, так как и нынешняя власть Грузии. То есть у нас пропадает последняя зависимость от США. Она ни в чем нам не помогла, практически. Вот корабли с памперсами в 2008 году, пожалуйста.